Черноморские казаки, Санкт-Петербург, 1858 год. Страница 88. Черкес употребляет собственную пятерню, и как летом, так и зимою, моет коня на реке водою с мылом, после чего держит его в реке так, чтобы вода доставала до брюха в холодным своим прикосновением, заставляла коня вбирать живот внутрь как можно глубже. Черкесский конь настолько важен для черкеса был всегда, что князья никогда в жизни никому бы не доверили мыть своего коня. Он только сам его может мыть, потому что это его родное существо. Коня заводили по брюху в воду, чтобы брюхо касалось воды. Знаете почему? Потому что вода холодная, и пока коня моют, конь пытается брюхо втянуть, потому что вода холодная, и таким образом качает пресс. Он тонус просто выдерживает, пока его моют. То есть продумано все до мелочей было. Коней и расчесывали и мыли всегда хозяева. То есть только так было. И еще один нюанс скажу. Вот кабардинский конь, кабардинская порода, черкесский конь, кабардинская порода коней, это самый выносливый конь, это сочетание резвости и выносливости, очень уникальное сочетание. То есть это, наверное, единственная порода коней вообще в мире, которая может спокойно пройти там 1000 километров за 10 дней. Они используют такие скачки у них сейчас. То есть конь должен идти стайерски 100 километров в день, причем 10 дней подряд. И конь спокойно это проходит. Главное, чтобы всадник. Вне строя в походном и домашнем быту казаки носят черкесскую одежду, предпочитая ее своей форме, как за легкость и удобство покроя, так и за прочность сукна. В черкесской одежде, как бы тепло ни оделся казак, он одинаково будет поворотлив и проворен. Черкесская одежда и сбруя, черкесское оружие, черкесский конь составляют предмет военного щегольства для урядника и офицера. Вообще, все черкесское пользуется уважением и предпочтением между казаками. Да оно и справедливо, что хорошо выдумано, то полезно и перенимать. В похвалу изобретательности и тонкому вкусу черкесов следует сказать, что у них не только воинское снаряжение, но даже земледельческие орудия, не только подсошки при ружье, но соха и вилы на гумне, отличаются легкостью, удобством и приятной отделкой.